представители Ассамблеи Кавказа, я правильно понял? Одну секунду, я попрошу, чтобы меня не перебивали. Президент Ассамблеи народов Кавказа, кандидат философских наук Руслан Кутаев. Шамбу знаете, Тарас Миронович? Шамбу какие? Шамбу я знаю, но сейчас мы не будем обсуждать Шамбу. Значит, уважаемые коллеги, мы здесь очень много услышали разных экономических выкладов, политических. Ну, очень серьезная мысль прозвучала, что должна быть революция, и революция против действующего режима. Я хотел бы совершить небольшой, буквально минутный экскурс. Откуда появился режим? В 2000 году, когда были взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, было объявлено, что взрывы совершили чеченцы. Даже следствие ни одно имя чеченское не упомянуло. Но вы все здесь сидящие торжествовали, что чеченцев будут мочить в сортирах. Одну секунду, может быть не все. Кто не торжествовал, значит тот не торжествовал. 18 лет прошло, чтобы вы убедились, что этот преступный режим совершает преступления не только против чеченцев, но и совершает преступления против всего российского народа. Вы все это увидели, но 18 лет сегодня, и сегодняшний день чеченская молодежь похищается. Сегодня имеются секретные тюрьмы. И это делается не чеченцами, это делается федеральной властью, его спецслужбами и ставленниками Кремля в Чечне, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, на Кавказе. Так вот, я хочу сказать следующее. Атаман эту мысль выразил, я хочу продолжить. Давайте говорить о практических вещах. Почему создается конфликт? Почему этот конфликт не имеет своего развития Чечено-Ингушская территория, Дагестан, Кабардино-Балкария? Дело в том, что ожидается этим летом, осенью обострение ситуации. Здесь, в Москве, в Питере. Вы хотите революции? Одну секунду, дайте мне мысль. Вы хотите революцию? А дадут вам эту революцию совершить? Вы об этом думаете или нет? Для чего создаются гнойники на теле Кавказа? Они создаются и консервируются. Когда гребень волны, когда поднимется в высшую точку, тогда эти гнойники раскроются. Кадырову, Евкурову и другим дадут команду убивать чеченцев и ингушей, и тогда вводится чрезвычайное положение на территории нескольких регионов Кавказа, и полностью на всей территории Российской Федерации запрещаются любые действия, шествия, митинги и так далее. Гребень, когда пройдет, следующий гребень ждите 3-5, я такой же ученый, как и вы. 5-7 лет ждите следующего всплеска увеличения активности населения. Вот для чего сегодня делается. И атаман, эти вводимые автомобили, эти броневики вводятся не для того, чтобы ингуши торопят ситуацию. По плану Кремля и его спецслужб сегодня не должны быть столкновений. Они обозначили проблему, но проблема еще не возникла. Когда вы здесь, в Москве, в Питере, выйдете на песочные митинги, когда захотите идти штурмовать Кремль, вот тогда гнойники будут открыты. Поэтому вы не только здесь давайте какие-то политико-экономические или общественно-политические оценки. Реально думайте, где будет проблема, она будет на Кавказе. И поэтому вы, руководящие органы патриотических, коммунистических и прочих движений, приезжайте к нам. Впервые в истории, 300-летней истории взаимодействия, вечно казаки против горцев, горцы против казаков. И вот этот атаман, который 10 лет работал в администрации президента России, 18 лет я уговаривал казаков и убеждал их, настраивают, чтобы этот режим свои вопросы решал. И впервые мы готовы пожать руку друг другу, и впервые мы объявляем, горцы и казаки не пойдут против друг друга. Наш общий враг – режим Путина, и этот враг находится в Кремле. Революция здесь не нужна. Нужна, но эту революцию убьют. Давайте вместе.